Во втором федеральном форуме «Цифровой алмаз» в Якутске собрались около 1000 представителей цифровой экономики республики и других регионов. На выставке IT-проектов и решений нашлись поистине интересные задумки. Якутская анимация в рамках акселератора проектов КНАТ развивается семимильными шагами. Около 100 детей по всей республике уже создали свои мультики в жанре ужастика и приключения веселых персонажей. Обучает азам анимации как в онлайн, так и в очном формате на базе районных IT-центров. Сейчас я сам при КНАТе тоже занимаюсь организацией мероприятия. Оно приводит в формате фестиваля, ярмарки, получается, там художники. В общем, творческий контингент молодежи собираем. Актуальным делом импортозамещением занимается в компании iTech Info. Вместо привычных западных программ инновационные российские системы. Очень даже удобные и простые в использовании. Установка, настройка, интеграция и поставка отечественных программ в работу компании – основная функция iTech Info. Сейчас у нас открыто окошко с офисным приложением «Мой офис таблицы». Это вот как раз-таки аналог Microsoft Excel. Да. Интерфейс имеет довольно большую схожесть, функционал то же самое. Рабочий стол, операционная система Astra Linux. То есть стандартные, привычные нам иконки на рабочем столе. И, конечно же, какая цифровизация без быстрого интернета? Титульный партнер самого цифрового форума «Цифровой алмаз» компания Arctic Telecom представил масштабный проект под названием «Синергия Арктики». В рамках данного проекта до 2027 года во всех арктических центрах республики будет внедрен высокоскоростной интернет. Это охват более 86 тысяч человек. Строительство оптики планируется более чем 7 тысяч километров. В этом году мы планируем завершить стройку до поселка Жиганск. Это Жиганский район. Он будет первым арктическим районом. И далее до 2027 года 10 арктических районов планируется покрыть оптикой. Целую историю и глубокий смысл демонстрируют работы дизайн-студии «Сулусхан Арт». В течение 5 лет дизайнеры разработали больше 100 логотипов и около 40 фирменных стилей якутских компаний. Аэропорт Якутск, кинотеатр «Лена», Русский театр имени Пушкина, ГТО-ИБ. Стиль их задизайнено в «Сулусхан Арт». Наш основной посыл – это сохранение национальной идентичности и при этом ее масштабирование. То есть мы стараемся как-то вытащить эту национальную культуру и как-то ее экспортировать наружу в визуальных составляющих, таким легким флером, ненавязчивым, чтобы о Якутии в целом в будущем узнавали все. Как расширить свой гейм-стартап и привлечь инвестиции? Одним из самых основных площадок форума стал Game Dev 3.0, где участники акселератора B8 из Якутии и Владивостока представили проекты, связанные с компьютерными играми. Идет вообще развитие в целом индустрии геймдева. То есть мы не только за себя говорим, мы будущее, кирпичики, в будущее поколение разработчиков вкладываем. И эти форумы, они должны быть. Это хорошая вообще идея, и об этом нужно говорить как можно громче, чтобы геймдев развивался и в России. Игровая индустрия – это самая доходная креативная индустрия. Она побеждает кино, музыку и книги все вместе взятые. Я ожидаю, что здесь мы придем к такому решению, которое позволит в России создать много новых компаний, которые будут известны на весь мир. На форуме говорили о цифровом медиа. Людям интересны новости там, где они живут. Там, где рядом их соседи, в первую очередь их интересует то, что происходит у соседа. Да? И я думаю, что этот тренд, слежу за аналитикой и в России, и в мире, да, и я думаю, что это тоже для вообще всего мира, это гиперлокализация, местные новости, очень-очень местные местечковые новости, а это тренд для всего мира. О развитии якутского кино и отечественной кинематографии в целом. Модель якутского кино, которая связана с живой экономикой, когда фильм в состоянии собрать кассу значительно больше, чем его производственный бюджет. Эта ситуация экономическая, она является уникальной не только для других регионов, она является уникальной для всей России, потому что, как вы знаете, огромные бюджеты, они не могут быть возвращены за счет проката, и поэтому огромные
государство тратит на поддержку. Подписали соглашение о перспективном сотрудничестве. Наша цель в том числе перенимать опыт Якутии в части развития IT-парка, развития IT-сообщества, поскольку Якутия добилась таких выдающихся результатов, успехов за прошедшие несколько лет. Почетным гостем форума стал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он встретился с финалистами конкурса арктической стартап-экспедиции. Проект направлен на развитие человеческого капитала регионов Дальнего Востока и Арктики через поддержку инициатив и проектов креативной экономики. Такой смелый, качественный креатив. Я верю, что идет с востока, идет с севера. То, что мы объединили Мурманск и Биробиджан, Якутск и Хабаровск, Южно-Сахалинск и Комсомольск и все города, сотни ребят приняли участие. У меня главная эмоция, я верю, что этот проект будет развиваться, он надолго. О значении проведения цифрового алмаза в Якутии подчеркнул глава республики Айсен Николаев. Думаю, что как раз в результате этого форума, в котором принимают участие много руководителей региональных органов власти со всей Российской Федерации, связанных с цифровой трансформацией, будут подготовлены ряд практических предложений для реализации крупного национального проекта, который в нашей стране стартует, экономика данных. И, конечно же, здесь вот я считаю, что как раз такие мероприятия, как наш цифровой форум, цифровой алмаз, на котором встречаются именно практики, это будут те площадки, с которых будут генериться те предложения, которые потом уже найдут свое воплощение в нашем новом национальном проекте. Это очень важно, это очень нужно. Экономика данных, развитие искусственного интеллекта, цифровизация СМИ и образования, создание цифрового контента и многое другое стали темой для обсуждения. Первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда» стал оптимальной площадкой для новых идей, интересных решений, разработки тактик и просто для дружеских встреч. Елизавета Васильева, Виталий Матвеев, Якутск.